Теплыми полами и вакуумной канализацией собирается удивлять Казахстан стран-участниц Экспо-2017. Девиз выставки «Энергия будущего». Однако именно на энергосберегающие солнечные батареи, ветряные мельницы денег не хватило. Вакуумная канализация здесь используется. Это, знаете, вот принцип как в самолетах. То есть она позволяет до 6 раз экономить воду. Примерно так, наверное, сейчас планировали изначально на крышу, то есть батареи, наверное, вторым этапом это будет. Пока с учетом вот немножко кризиса было принято решение отказаться. Завершено строительство 5 ключевых объектов выставки: международных павильонов, экспо-городка, экспо-офиса, здания отдела внутренних дел и Центра исследований энергии. Теперь дело осталось за малым – привлечь туристов. Свое участие в выставке уже подтвердили 105 государств и 17 международных организаций. Пока не можем сказать точно, сколько у нас будет с Франции посетителей, но можем сказать, что огромная заинтересованность Франции. Мы начнем тоже с января коммуникацию более интенсивную. Изрядно уставший от хлопот по возведению главной стройки страны, председатель правления национальной компании «Астана-Экспо-2017» Ахмеджан Исимов, открывая церемонию передачи павильонов странам-участницам, подчеркнул, что строительство международной выставки стало антикризисным проектом. В процессе строительства было создано около 500 000 рабочих мест. Сколько из них пришлось на долю экспатов, Исимов не сказал. Наш проект осуществляется в непростое кризисное время, но при всемирной поддержке главы государства он стал одним из самых реальных антикризисных программ. Сейчас строительные работы продолжаются на площадке национального павильона «Сфера». По замыслу архитекторов он символизирует последнюю каплю нефти, добытую в Казахстане. И это действительно символично, потому как строительство Экспо финансируется из национального фонда, где аккумулируются казахстанские нефтедоллары. В 2012 году, когда Казахстан выиграл право принимать международную специализированную выставку, ее бюджет оценивался в 1 250 000 000 евро. Но в реальности строительство обходится государству намного дороже. Без учета частных инвестиций только из республиканского бюджета было выделено 530,5 миллиардов тенге. По текущему курсу это около 1,5 миллиардов евро. Из них 10 миллиардов тенге или 30 миллионов евро, как было установлено судом, похищены бывшим топ-менеджментом Астана-Экспо-2017. Чтобы залатать дыры, воспользовались пенсионными накоплениями казахстанцев. И теперь более 40 миллионов евро из единого накопительного пенсионного фонда потратят на строительство частных объектов. Айнур Коскин, Ганизат Оспанов. Настоящее время.